Добрый вечер. 19 октября, 965-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». В Крыму состоялось очередное заседание суда в отношении членов Меджлиса, которые якобы участвовали в запрещенном собрании. Штраф в размере 750 рублей наложили на Абдурамана Игиза. Он стал 7-м членом Меджлиса, по которому составили протокол об административном нарушении. 22 сентября члены Меджлиса собрались в доме Ильми Умерова. После этого их стали вызывать на допросы в ФСБ и Центр Э. Мы попросили, чтобы суд вели на крымско-татарском языке, но нам отказали. Как нам известно, если в суде человек не знает русский, то процесс ведут на родном ему языке. Если же он знает, изучал его, жил в среде, где разговаривал на нем, тогда суд проходит на русском. Дело судакской четверки вновь рассмотрят 27 октября. Инициатором стал временно исполняющий обязанности начальника оккупационного отделения полиции. 4 жителей Судака обвиняют в организации несанкционированных акций 18 мая этого года. Якобы они проехали автомобильной колонной с крымско-татарскими национальными флагами. В Берлине в ведомстве канцлера Германии Ангелы Меркель проходят очередные нормандские переговоры. Первым прибыл президент Украины Петр Порошенко, за ним президент Франции Франсуа Олланд. Сейчас встреча проходит в трехстороннем формате: Украина, Германия, Франция. В 20:00 ждут российского президента Владимира Путина. Украина настаивает, чтобы во время этих переговоров создали так называемую дорожную карту, которая определит поочередность выполнения условий минских договоренностей. Киев считает, что сначала надо отвести войска и получить контроль над украинской границей. Россия настаивает на спецстатусе Донбасса и в выборах. Договоренность о встрече была достигнута после долгих дискуссий. Последняя личная встреча глав 4 государств состоялась в прошлом году, 2 октября. Ориентировочно переговоры продлятся до 22 часов. Ожидается, что по завершению к прессе выйдут только канцлер Германии и президент Франции. Президент Украины Петр Порошенко во время вчерашнего визита в Норвегию заявил, что не стоит многого ожидать от этой встречи. Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє України, але, на жаль, в мене дуже мало оптимізму щодо завтрашньої зустрічі. Але я дуже буду радий помилитися. Между тем, сирийские власти признали аннексированный Крым частью России. Об этом заявила председатель сирийского парламента Хадия Аббас. Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская и сирийская авиация прекратили воздушные удары по Алеппо, чтобы мирное население оставило город. На территории Сирии уже 5 лет продолжается война. Часть страны контролирует президент Башар аль-Асад. Вторую часть – повстанцы, не согласные с политикой президента. Россия присоединилась к военной кампании в Сирии на стороне Асада осенью 2015 года. МИД Украины предостерегает граждан от поездок в Анкару. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Департамента консульской службы МИД. С 17 октября по 30 ноября в провинции Анкара ввели режим террористической опасности. В связи с этим посольство Украины в Турции рекомендует гражданам воздержаться от посещения без необходимости центра города и мест большого скопления людей. Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства приказал разработать механизм выделения средств крымско-татарскому телеканалу АТР. Вице-премьер Вячеслав Кириленко должен провести встречу с Минфином, Минсоц, Мининформполитики и Минюстом, чтобы найти возможность разблокировать выделение предыдущим правительством денег на АТР. На прошлой неделе министр информполитики Юрий Стеть заявил, что взаимодействие между министрами не получилось и попросил премьера вмешаться. Питання, яке потребує вашого особистого втручання, Володимир Борисович, такого потребує питання вирішення фінансування телеканалу АТР. Це рішення Кабінету міністрів від 20 квітня 2016 року. На той момент міністр соціальної політики в попередньому уряді пан Розенко, зараз віце-прем'єр, вносив цю постанову за ініціативою Міністерства інформаційної політики. І нібито все було окей, але до сих пір це рішення Кабінету міністрів не вступило в силу. Ще раз кажу, ми
маємо сьогодні знайти рішення в цій залі, і без вашого особистого втручання, пане прем'єр-міністр, це рішення знайти неможливо. Дякую. Да, я знаю про цю проблему. Фактично, зміни державного бюджету, державний бюджет це передбачає, постанова уряду це передбачає, але на превеликий жаль, з точки зору виконання є певні труднощі, але не потрібно це питання відкладати, а треба бути дуже передбачуваним для того, щоб забезпечити фінансування. Тому я дам доручення профільному віце-прем'єр-міністру. Вячеслав Анатолійович, прошу вас зібрати Мінфін, Мінсоц, Мінінформаційної політики для того, щоб внести пропозиції не пізніше, ніж на наступне засідання уряду, або зміни в цю постанову, або нова постанова, але розблокувати це питання для того, щоб ми могли здійснити видатки в цьому напрямку. В оккупационном парламенте Крыма кадровые изменения. Об этом сообщает сайт Крыминформ. Там согласовали отставку Михаила Шеремета, Руслана Бальбека, Константина Бахарева, Андрея Козенко и Светланы Савченко из-за их избрания в так называемую Госдуму России 7-го созыва. Школа 4 президентов в Симферополе будет с русским языком преподавания. Ранее предполагалось, что в ней будут преподавать на крымско-татарском, поскольку строили ее в крымско-татарском микрорайоне Борчокрак фонтаны, а средства выделялись по программе реабилитации депортированных граждан. В этом году в сентябре состоялось закрытое собрание, где избрали будущего директора. Им станет господин Бондаренко. Ни одного крымского татарина не утвердили. Оккупационные власти Крыма обещают открыть школу к учебному году 2017-го. Строительство национальной школы началось еще в 1993 году и остановилось из-за нехватки средств. Местные жители иронично прозвали ее школой 4 президентов. Эта школа была построена на деньги, которые выделялись по программе на обустройство крымско-татарского народа. Преподавать не должны были на родном языке, а директором должен был стать носитель крымско-татарского языка. Ладно, не подходит несколько учителей, но у нас много опытных директоров, которые работают в других школах. Можно было их пригласить. Эту школу превратят в русскоязычную и откроют несколько национальных классов, как милостыня. А с 5 класса ученики продолжат учебу в русскоязычных классах. Каждый гражданин Украины имеет право на 5 земельных участков. На строительство дома, гаража, на садоводство, личное сельское хозяйство и строительство дачного дома. Как показывает практика, получить их самостоятельно непросто, тем более переселенцам. Летом прошлого года в крымской диаспоре решили объединить усилия и добиваться земли для переселенцев из Донецкой области и Крыма. Что из этого получилось в нашем сюжете? Координатор проекта крымской диаспоры «Земля для переселенцев» Степан Скрипниченко получил из Госгеокадастра очередной пакет приказов о выделении участков. Это основные документы, подтверждающие право на землю. Прежде чем их выдать, надо проверить, нет ли в них ошибок. По вот этому пункту надо будет проверить все сканы по кадастровым номерам. Летом прошлого года переселенцы из Донбасса и Крыма объединились в поисках земли. Начали переговоры с сельскими советами в Киевской области. Мы около 20 сельских рад проехали. Мы разговаривали именно о той земле, которая находится в межах населенного пункта. И мы не смогли договориться. Везде были самые простые возражения. Земли нету, у нас свои чередники. Мы бы дали, но у нас есть задание выдать воинам АТО. Так что, ребята, попросите у соседей, может, у них есть. И мы все-таки пришли к выводу о том, что давайте попробуем поискать землю за межами населенного пункта. Рядом лес и канал с водой. 55 гектаров нашлись возле села Абрамовка в Киевской области. 10 соток здесь есть и у Ирины Сирк из Севастополя. Мы так обрадовались, своя земля. Кусочек земли. А у нас еще юбилей с мужем произошел. 30 лет совместной жизни. Я говорю: о, дорогой, я тебе жена с приданым дарю. Он довольный. Мечтает сад посадить. Весной 14-го она с семьей находилась в Киеве. Пыталась наладить бизнес в столице. Когда узнала про аннексию Крыма, решила туда не возвращаться. Это было непростое решение. Там осталась вся ее родня. Сейчас я там не стала бы жить. Потому что
И люди другие поменялись. И когда идут люди и что-то рассказывают на придуманное ими и выдаваемое за желаемое, то, конечно, соглашаться с ними я не могу. А в прерии вступать, как-то разговаривать и что-то доказывать, это невозможно. Это будет даже, наверное, опасно. В Киеве Ирина стала волонтером. Муж подрабатывает на стройках, младшая дочка в лицее учится на юриста. Они надеются вернуться в родной Севастополь, но боятся, что это затянется. Мечтают о доме с солнечными батареями, курятнике за домом и фруктовом саде. У меня дочка старшая говорит: мама, вот у всех есть у родителей дом, куда можно к ним приехать, родительский дом. А мы, говорит, куда к тебе приедем? Говорит, что в общественную организацию, на чью-то квартиру. Всего здесь будет 550 участков. Половина их владельцев уже с документами на право собственности. Остальные их получат в ноябре, обещают в крымской диаспоре. А весной здесь планируют начать строительство поселка. В 2015 году были 2 автобуса до Абрамовки. Сегодня они сняты с этого маршрута, потому что на 3 поселка всего 300 человек осталось в Абрамовке. Мы готовы заселяться, развивать, делать свои маршруты, покупать маршрутки, строить амбулатории, школы, детские садики. В диаспоре признают, на такой проект у переселенцев денег нет. Там надеются на помощь государства и международных организаций. А где бобры? Бобры живут там, бобры. Вот. И муж свой что сказал? Бобры выжили, и мы выживем. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР. Чем отличается мнение жителей России и Украины? Корреспонденты «Радио Свобода» опросили людей на улицах Москвы. У нас все правильно, у них как-то все неправильно происходит. Они свято верят в то, что говорят. Выдуманное ничем. Отличается только при подаче информации. А так везде одинаковые люди, там и там. Да, собственно, ничем, только полярности. Ну, мне кажется, что у россиян, в отличие от Украины, более трезвый ум сейчас, вот на данный момент. В оценке политической обстановки и в целом. Ну, сами видите, мы живем более стабильно. Войны нету. Вот основной показатель. Это совершенно разные люди, на мой взгляд. Потому что я очень хорошо знаю украинцев. Я знаю очень хорошо русских. Вот. Я могу сказать, что действительно русские люди, они привыкли все-таки к царю-батюшке. Они привыкли больше... чтобы ими руководили, скажем так, да. Что касается украинцев, да, они более сами по себе. Они решают свои вопросы сами, да. И, у них нет в менталитете того, чтобы вот тупо подчиняться. На этом пока все. После «Заман» крымский вопрос с Айдером Муждабаевым обсудит муфтий Духовного управления мусульман Украины Умма шейх Саид Измагилов. Хорошего вечера. Будьте с нами.